Специалисты Ингушэнерго приступили к ремонту ключевой линии электропередачи Дарьял-Плиева. Она питает энергией Назрань, Карабулак, Кантышево, Далаково, Плиева, Яндри и Троицкая. На ремонтные работы выделено более 2,5 миллионов рублей. На эти средства заменят 786 изоляторов и установят 105 птицезащитных устройств. От работы энергообъекта зависит более 50 тысяч жителей и 54 социально значимых объекта. 31 июля с 10 до 13 часов уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цучоев и первый заместитель прокурора Ингушетии Тимур Воробьев проведут совместный прием граждан. На прием необходимо предварительно записаться и иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Рекомендуется также подготовить письменное обращение с содержанием всех сведений для оперативного рассмотрения доводов. Прием пройдет по адресу город Магаз, улица Дошлако-Мальсагова, дом 11. Жители Ингушетии жалуются на запах гари и смог. В Минприроды республики сообщили, что на территории региона за последние сутки не зарегистрировано крупных природных пожаров. В ведомстве полагают, что запах связан с пожаром в соседнем регионе. Такая же ситуация наблюдается в Ставропольском крае. По данным краевого МЧС, причиной смога мог стать ландшафтный пожар в Ставропольском крае на площади около 200 гектаров. Его удалось потушить к 6 утра. В Минприроды Ингушетии рекомендуют при ощущении сильного запаха гари и задымления использовать марлевые повязки и респираторы, избегать нахождения на открытом воздухе при сильном задымлении, а при ухудшении самочувствия обращаться к медикам, следить за сообщениями местных властей и служб экстренного реагирования. За минувшие сутки в Ингушетии произошло 7 пожаров. Специалисты боролись с возгораниями сухой растительности на общей площади более 225 гектаров. Для тушения пожаров были задействованы 38 пожарных и 9 единиц спецтехники. Возгорания произошли в Малгобеке, Сунже, Троицком, Икажеве и Газиюрте. Пострадавших нет, причины устанавливаются. В России с 1 октября произойдет повышение зарплаты для ряда категорий госслужащих на 7,6% в связи с ростом инфляции. Повышение затронет сотрудников Росгвардии, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, таможни, фельдъегерской связи, а также военнослужащих, как по контракту, так и по призыву. Зарплаты будут пересчитаны с октября, но реально повышенные выплаты поступят уже в ноябре. Осенняя индексация будет обеспечена только в бюджетной сфере на федеральном уровне, тогда как решение по остальным категориям работников останется в компетенции региональных властей и конкретных организаций. В России заработают новые правила открытия счетов для несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет. С 1 августа такие клиенты смогут открывать счета в банках только при письменном согласии их законных представителей. Исключением являются случаи, когда ребенок приобрел полную дееспособность, например, вступил в брак или прошел процедуру эмансипации с 16 лет. Новое правило законодательно закрепило более ранние рекомендации Банка России, направленные на защиту несовершеннолетних.